Белсад завітаў Владимир Жыгар з Белпол. Спадар Владимир, вітаю вас. Добрый вечер. Мы раней чулі інфармацыю у тым ліку ад вашай ініцыятывы пра тое, што беларускія гіганты, такія вось як БелАЗ, БМЗ ці БАТЭ, займаюцца вытворчасцю зброі для расійскага агрэсара. І тады гаворка ішла вось пра 16 прадпрыемстваў. Хтосьці раней казаў некалькі дзясяткаў прадпрыемстваў. Цяпер гучыць лічба 287. Як такое магчыма? Ну, это, в принципе, достаточно просто объяснить, потому что в первом расследовании «Оружейный барон» мы говорили о 40 компаниях, во втором мы говорили о более чем 16 компаниях. Также мы понимаем, что работают на эти скажем так, на выполнение оборонзаказа такие предприятия, как «Интеграл», «Планар». Работают и их партнеры по, скажем так, в данном направлении. Есть тоже, когда-то мы публиковали такой материал о том, что, если не ошибаюсь, фабрика Телеханы, которая когда-то производила клюшки, сейчас производит ящики для снарядов. Сейчас просто по той информации, которую мы имеем, которую Белпол получил из Беларуси, по сути, все белорусские предприятия, Министерство промышленности, все предприятия ГВПК, а также порядка 200 компаний частных занимаются либо производством чего-либо в интересах выполнения гособоронзаказа, либо помощи по обходу санкциям компаниям, которые этим занимаются. Мы об этом говорили еще несколько месяцев назад. В принципе, то, что озвучила Светлана Тихановская, это то, с чем мы работаем, и то, что мы доводили ей и показывали это ей, скажем так, документально. Беларусь пераўтварылася ў такую акупаваную Чэхію падчас Другой сусветнай вайны, калі практычна ўся прамысловасць акупаванай краіны працавала на Трэці Райх, але там прыйшлі акупанты, а тут выглядае на тое, што рэжым Лукашэнкі ягоныя памагатыя самыя здаюць краіну і ўсю нашу прамысловасць на дапамогу агрэсару. У Лукашенко сейчас нет, по большому счету, какого-то другого выбора, потому что основной рынок сбыта для большинства предприятий – это Россия. Но этот рынок основной проигрывается китайцам. Китайцы делают быстрее, китайцы делают качественнее, но самое главное, китайцы делают дешевле. Падаецца, што таксама кітайцы на дзіва баяцца міжнародных санкцыяў, і таму некаторыя рэчы адносна агрэсіі расійскай яны стараюцца неяк акуратна, калі штосьці іх ловяць на чымсьці, то ўсё роўна стараюцца не пастаўляць, а Лукашенко не боится. Но дело просто в том, что даже если говорить про Китай и про Беларусь, то Китай не хочет непосредственно работать с Россией, если это что-то касается какого-то военно-промышленного комплекса. Но Китай охотно работает с предприятиями Республики Беларусь, с Лукашенко, можно так сказать, поставляя определенные компоненты, узлы, механизмы. И Лукашенко очень хочет, скажем так, сделать цикл полного создания всего, что поставляется в Россию. А сейчас мы можем говорить смело о том, что поставляются ракеты для «Градов». К 2028 году будет производиться на территории Беларуси порядка 450 тысяч артиллерийских снарядов. Сейчас Республика Беларусь производит порядка 34-35 видов БПЛА, часть из которых прошли испытания боем в Украине. Мы знаем, как применялись в Украине БПЛА «Чекан», мы знаем, как применялись так называемые БПЛА «Миротворец» и «Миротворец-У». Туда поставлялись эти БПЛА. И они прошли испытания, и русским это понравилось, и поэтому сейчас идет речь о создании в Беларуси целого производства, которое будет возможно производить в год 100 тысяч БПЛА. Это производство будет состоять из тех БПЛА, которые прошли испытанием боем в Украине. Гэта яшчэ на сведчанне, што словазлучэнне крывавы рэжым абсалютна рэлевантнае да таго, што пануе на тэрыторыі нашай бацькаўшчыны. Разам з тым, напрыклад, такое прадпрыемства, як БелАЗ. Мы ведаем, што ўсё ў Беларусі манапалізавана, кантралюецца Лукашэнкам, яго сям'ёй. Але адносна БелАЗу ёсць дакладная інфармацыя, што менавіта сям'я Лукашэнкі, яна проста атрымоўвае грошы ад продажы прадукцыі БелАЗ. Тут абсалютна відавочна нават падаецца, што без згоды канкрэтна ўзурпатара, ягоных, магчыма, нават сыноў, перапрафіляцыя БелАЗу, там, не ведаю, самазвалаў на выраб нейкіх снарадаў альбо выраб нейкіх дэталяў для военных машин не была б магчымай. Безусловно. Во-первых, это возможность заработать деньги, это возможность получить российские деньги, потому что, как правило, Россия инвестирует белорусские предприятия. Это выгодно для режима Лукашенко, потому что
из-за санкционного давления только транспортировка, доставка потребителю одного БелАЗа за последние 3 года возросла в 3 раза. А производить, условно делать гальванообработку кольца, которое в последующем ставится на реактивный снаряд калибра 122 мм, это легко, это выгодно, а главное, все производство, и таких много производств, они находятся в работе. Они зарабатывают деньги, потому что их основная продукция не продается. Из последнего документа, который мы передавали изданию «Позирк», видно, что просто некоторые министерства бьют тревогу, потому что экспорт в Россию падает. И по всем направлениям он падает. И таким образом вот они нивелируют эту разницу, добавляя все больше и больше, уже втягивая не Лукашенко в войну, а Беларусь. Гэта сапраўды жахлівыя звесткі, жахлівая інфармацыя. Бачым, што краіну робяць яшчэ больш залежнай ад Расіі, ўжо нават не проста палітычна залежнай ад Масквы, але залежнай ад яе агрэсіі і ад яе вайны. Ці гэтыя прадпрыемствы, якія вырабляюць снарады для Расіі, якія вырабляюць нейкія дэталі для танкаў і гэтак далей, трапляюць пад заходнія санкцыі? Ці заходні свет, Святлана Ціханаўская выступала ў Страсбуры, але ці заходні свет заўважае гэта, ці ўсё ж таки заплюшчвае вочы? Благодаря работе Белпол за последнее время было введено порядка 45 кейсов санкционных в отношении компаний, о которых мы рассказывали. То есть да, единственное, что, конечно, санкции нужно вводить быстрее, санкций должно становиться больше, потому что запас времени у нас еще какой-никакой есть. Нас слышат, нас слушают, и это вопрос, точнее, это санкции не только Европейского Союза или США, это санкции Канады, это санкции Австралии, это санкции Японии. Если сравнить все тех предприятия, которые мы показывали за последние 1,5 года в своих расследованиях, каких-то публичных материалах, и сравнить это с санкционными пакетами тех или иных стран, вы практически там 90% предприятий найдете. Так что да, нас слышат, нас слушают, но опять-таки нас еще есть над чем работать. Калі падысці да гэтай праблемы з іншага боку, ці не ёсць так, што санкцыі як бы выпіхіваюць прадпрыемствы Беларусі, каб яны займаліся пастаўкамі менавіта нейкіх дэталяў і прадуктаў для расійскай агрэсіі? Ці Лукашенко і так бы гэта рабіў, бы ён залежны ад Москвы, а калі б не было санкцый, то рабіў бы яшчэ мацней? Лукашенко хочет это делать, фактически закрывая таким образом пункт соучастия в войне. То есть он не отправил свои войска, но он делает очень многое, но при этом он всегда смотрит на то, чтобы была возможность заработать. Потому что очень многие предприятия фактически создаются с нуля за деньги русских на территории Беларуси. И Лукашенко прекрасно... Для потребы войны. Конечно. Но войны едва ли только в Украине. Потому что очень большое количество предприятий, линий, которые производятся сейчас, которые, скажем так, воссоздаются в Беларуси, эти производства выйдут на свои производственные мощности в 2027-2028 году. Именно тогда, скажем так, будет производиться в год 300 тысяч реактивных снарядов калибра 122. Велізарная лічба, улічваючы, колькі людзей жыве ў Беларусі, а цяпер гэта, напэўна, ўжо менш за 9 мільёнаў, улічваючы масавую эміграцыю. Спадар Владзімір, хацеў яшчэ одну тэму з вами закрануць. Сёння стала вядома, што міліцыянтаў, іхныя сем'і запужвае рэжым. Менавіта рэжым запужвае так званых сілавікоў, што, маўляў, калі яны будуць займацца экстрэмізмам, то ані яны, ані іхныя сем'і не змогуць бясплатна абслугоўвацца ў ведамасных шпіталях і атрымоўваць медычную апеку. Пра што гэта сведчыць? Падаецца, улічваючы, колькі міліцыянтаў, колькі іншых сілавікоў пасадзілі за тое, што яны выступілі на баку закону ў 2020 годзе, колькі таксама нават пенсіянераў пазбавілі пенсію і так далей, рэжым і далей не спыняецца, і нават сярод тых, хто цяпер яму служыць, хоча ўшчыніць чарговыя нейкія чарговыя рэпрэсіі. Неяк ажно дзіўна. Ну, ответ очевиден. Потому что Лукашенко прекрасно знает о том, какая у него действительно поддержка даже среди тех же самых силовиков. И они сейчас, если мы говорим о таких, с точки зрения режима, крупных каких-то происшествий, то есть какие-то там контакты с тем же самым Белпол или, например, там передача какой-то информации, это одно, там все понятно. Или ты публично выступаешь против Лукашенко. Но есть ведь и те, а они прекрасно помнят, как это начиналось в 2016-2017 году, когда сотрудник, приходя на работу, он в первую очередь читал не сводку происшествия, он читал нехта.
И тогда всех заставляли сотрудников подписываться на официальные YouTube-каналы, Telegram-каналы. Тепер будуть за гэта караць. Да, это мелочь, но они знают, что когда-то с этой мелочи все и началось. И когда-то не было никакого, скажем так, это действие не было регламентировано. Теперь оно будет регламентировано. И теперь сотрудник понимает, что если он, например, что-то будет читать, высылать это куда-то в какие-то рабочие чаты, так ради того, чтобы посмеяться, это может стать для него проблемой, но не только даже для него, а для его семьи. Але мы ведаем, што калі дыктатура пачынае настолькі моцна кантраляваць грамадства, то яна часта сама не разумее, якія, скажем так, думкі ў гэтага грамадства. Ці яны таксама не пабойваюцца, што нават служакі іхнай сістэмы ў нейкі момант просто не вытрымаюць. Ну, она, скорее, система об этом не думает. Она считает, что они выдержат, потому что они привыкли всегда терпеть. Они всегда привыкли, когда их права всегда нарушаются, никто не ставит их вообще там. Не лічаць за людзей. Вообще. Тут такая дзіўная сітуацыя, што беларускі народ пагарджае тымі, хто служыць сістэме, і сама сістэма ставіцца да сваіх памагатых як да нейкага смецця. Спадар Владзімір, дзякуй вялікі, што завіталі сёння ў студыю Белсат. Уладзімір Жыгар з ініцыятывы Белпол.